Здравствуйте! В эфире передача «Преступление, наказание, закон». В студии Галина Тимофеева. Сегодня в нашей рубрике «Вечная слава героям», посвященной Дню Великой Победы, ветеран Великой Отечественной войны Василий Прокопьевич Кузнецов. Ветеран войны, подполковник милиции в отставке Василий Прокопьевич Кузнецов родился в селе Кылах Алекминского района. Когда началась Великая Отечественная война, ему было всего 15 лет. Спустя 3 военных года 18-летнего паренька призвали в Красную армию. С 9 августа 1944 года в составе 27-й отдельной мотострелковой бригады принимал участие в боях с Японией на территории Республики Китай. Освобождая Китай от японских империалистов, с боями дошел до города Галчан. Там 3 сентября 1945 года было объявлено о капитуляции японской армии и окончании войны. Но в связи с вступлением американской армии в Корею Василий Кузнецов вернулся в родную Якутию лишь через 5 лет, демобилизовавшись только в октябре 1950 года. В нелегкие послевоенные годы приходилось не только работать, но и наверстывать упущенное в образовании. По окончании юридической школы был направлен на работу в милицию. Служил участковым. Однажды мотоцикл, на котором объезжал свой участок, был сбит грузовой автомашиной, нарушившей правила дорожного движения. Василий Прокопьевич получил тяжелейшую травму головы. 2 года пролежал в нейрохирургическом отделении. Его комиссовали из органов внутренних дел по инвалидности 2-й группы. Упрямый участковый не смирился с заключением врачей, поехал в Москву и добился разрешения остаться работать в милиции. Очень много преступлений открыл. Все рассказать уже надо. Очень долго. Ну, хоть немножко. Самое, что запомнилось? В городделе работал дежурным, ответственным дежурным. И вот выехал на месте происшествия. Вот один мужик жену убил. Большим ножом насквозь спину ударил. На грудь уже вышел из нож. И вот его надо было задержать. Вот, в комнате сидел. И я помощником дежурного. Помощник боится уже, не идет, ты начальник, ты давай иди. И я пошел уже пистолетом готовый. Захожу в комнату, он сидит так. Я говорю, покомандовал встать, руку назад и вперед. Вышел, мы задержали его. Вот. А где сидел, уже у него 2 ножа было. Он оставил так. Несмотря на преклонный возраст и выпавшие на его долю невзгоды, у Василия Прокопьевича чистый взгляд и светлое доброе лицо. Благодаря нашим ветеранам для многих поколений сотрудников органов внутренних дел есть примеры достойно пройденного жизненного пути. Дорогие жители и гости столицы, 4 апреля в 16:00 детский подростковый центр совместно с Министерством внутренних дел по Республике Саха-Якутия приглашает вас на озеро Саисары, где состоится театрализованная постановка «Битва на Ильмене». – 24 марта состоялось заседание Общественного совета при Межмуниципальном управлении МВД России Якутская. Место проведения для заседания любезно предоставил Государственный цирк Республики Саха-Якутия. В ходе мероприятия состоялось знакомство с новым руководителем столичной полиции. Юрий Николаевич Левин открыл заседание Общественного совета. Последние 4 года я проработал в Неруге, в должности начальника ОВД Нерюнгинского района. До этого работал в Якутске, служил 16 лет в управлении по борьбе с организованной преступностью и 3 года в УБЭПе. 2,5, если быть точно до конца. Сам с Алекминска. Детские годы в Алекминске провел, а потом школу здесь заканчивал. Ну, собственно, вся жизнь с Якутией связана. С Якутска уехал в Неруги, с Неруги обратно вернулся в Якутск. Женат, 4 детей. Вот.
Ну, так, короткая информация о себе. На повестке дня стояли вопросы о проблеме распространения спайса среди подростков и подготовка к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Непримиримую позицию по поводу употребления наркотиков высказал член Общественного совета Карл Георгиевич Башарин. Вот я изучил действие этих легальных наркотиков и написал учебное пособие, несколько учебных пособий. Так? И поэтому я говорю, нам надо говорить о том, что очень опасны все наркотики, включая легальные. А у нас что творится? Вот сейчас вот закон издали об ограничении, так? У нас наоборот увеличение продажи алкогольных изделий и так далее. Вот с этим надо бороться и все время говорить. А еще есть нелегальные, вот спайсы, вот это вот. Закон трезвости. Итогом заседания была признана эффективность работы Общественного совета, приняты предложения по профилактике употребления наркотиков среди молодежи. Сотрудники оперативно-сыскного отдела столичной полиции раскрыли карманную кражу в магазине. Карманные кражи продолжают оставаться одной из самых серьезных проблем в нашем городе. К сожалению, многие жители Якутска слишком беспечно относятся к своему имуществу. Находясь в людных местах, оставляют ценные вещи, кошельки с деньгами без присмотра. Иногда на эти вещи покушаются даже не профессиональные воры, а просто нечистые на руку граждане. Сотрудниками оперативно-сыскного отдела Межмуниципального управления МВД России Якутская был задержан гражданин, похитивший кошелек и сумки, которую одна из покупательниц магазина оставила в корзине для продуктов, а сама отвлеклась на приобретение товаров. Пропажу кошелька, в котором находилось 1500 рублей, она обнаружила у кассы, когда хотела расплатиться за покупки. Женщина написала заявление в полицию. Злоумышленник был задержан через 2 дня. Он сам оказался охранником одного из торговых предприятий города. Следственные действия по данному факту в настоящее время окончены. Дело направлено в суд. Опасайтесь карманных краж. Не носите в кошельках крупные суммы денег, а также записки с пин-кодом вместе с банковской картой. В случае карманной кражи все деньги с вашего счета будут сразу же обналичены. В местах массового пребывания людей не выпускайте сумки из поля зрения. Для того, чтобы похитить ценную вещь, профессионалам требуется буквально несколько секунд. Карманники быстро покидают место происшествия. Даже если вы обнаружите пропажу, поймать вора с поличным будет очень сложно. Следить за своими вещами нужно постоянно. Не кладите ценные вещи в наружные карманы. Находясь в магазине, не выпускайте кошелек из рук. Никогда не кладите его на прилавок. Внимательно оглядывайте сумку и карманы. Если возникли подозрения, постарайтесь немедленно переместиться в сторону от подозрительных лиц. Проверить сохранность имущества. Если вы все-таки станете жертвой злоумышленников, не теряя времени, обращайтесь в полицию. Наряд патрульно-постовой службы по горячим следам задержал грабителя. На прошлой неделе на пульт оператора 02 поступило заявление из магазина «Лонгинов» о том, что неизвестный мужчина выхватил с прилавка бутылку водки. По указанному адресу немедленно прибыл наряд патрульно-постовой службы. Продавцы хорошо запомнили злоумышленника, потому что он был их постоянным покупателем. Молодой такой человек, да, он получается так сильно пьющий. Да нет, я бы не сказала бы. Нет, да? Нет, как и все молодые люди. Обычно. Да. Потому я даже и не смогла заподозрить такое. Он постоянный клиент у вас, да? Да. Догнать подозреваемого в тот же миг не удалось, но патрульный наряд спустя некоторое время вернулся к месту происшествия. Полицейским удалось вычислить место жительства молодого человека, и они наведались к нему домой. Несмотря на то, что он пытался закрыться в санузле, злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции номер 1. Сергей, 93-го года рождения, вообще молодой же. Сколько лет полно? 21. А 22? 22. Сергей, учишься, нет, работаешь? Нет. На что живешь, на что существуешь? Подработал? Подрабатываешь где? Мама кормит. Да нигде. Маму не жалко тебе? Мама у тебя одна получается. Я их кормлю. Чем кормишь-то? То, что воруешь, кормишь, да? Смысл воруешь? Ну ты же вот своровал себе водку. Чем ты накормил маму? Ничем же? Мама с тобой не пьет, правильно? Ясно, все, Сергей.
Сотрудники полиции провели с задержанным, которому оказалось от роду всего лишь 22 года, профилактическую беседу. Однако следует напомнить, что открытое хищение в Уголовном кодексе квалифицируется как грабеж, и в этом случае для возбуждения уголовного дела стоимость похищенного не имеет значения. Поэтому получить судимость в столь юном возрасте и испортить себе всю дальнейшую жизнь можно даже из-за бутылки водки. Но мы благодарны полиции, вообще очень быстро, вообще прям, да, молодцы. На кого есть положиться. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Полицейские кинологической службы ППС поймали убийцу на месте преступления. Детей и особо впечатлительных граждан просим отойти от экрана. 22 марта кинологи патрульно-постовой службы Межмуниципального управления МВД России Якутская, сотрудник полиции и стажер патрулировали улицу Лермонтова в районе бывшего магазина «Лакомка». Внимание полицейских привлекли клубы пыли, летевшие из-под дома номер 29. Они решили проверить, что за возня происходит между сваями, и увидели, как крупный мужчина волочит по земле бездыханное тело. Заметив полицейских, мужчина попытался скрыться, но патрульные смогли его задержать. Сразу же вызвали скорую помощь и следственно-оперативную группу. Врачи констатировали смерть потерпевшего. Видели, как этот тащил кто-то по дому? Ну, потом зашли вон с той стороны. Получается, вот заметили его, стажер заметил, да. Зашли, посмотрели, видели человека вот этого, и тащил он. Вот там. Тело тащил, да? Ага. Получается, снаружи внутрь тащил. А тут уже без признаков жизни был. Скорую вызвали, скорая сказала, что уже остыл недавно. Бывает, да. Подозреваемый был доставлен в уголовный розыск столичной полиции. Там он признался сотрудникам убойного отдела, что под этим же домом распивал с потерпевшим спиртные напитки. Задушил его в ходе возникшей пьяной ссоры. Потом хотел подальше запрятать труп. В этот момент его и прихватил наряд полиции. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Следствие ведется городским отделом Следственного управления Следственного комитета. На этом наша передача окончена. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. Эйгин тапты бүлдебетим Бұста қабыл жанан мен бардым Қарама түге қэ Эйі хэппеті хэбиппин Bir тылы доғыру Аты бар туранын олону Сибекки тұппутын кереспе Қарағын олара мен борбар Сыпсыластама